Село Зеленец в очередной раз стало местом музыкальной битвы хоров. В каждом творческом коллективе представители местного детского сада, школы, детско-юношеского центра и птицефабрики. Традиционно в зале «Аншлаг» поддержать своих артистов пришли родные и друзья. В эпицентре музыкального водоворота побывал Северин Арпа. Они были готовы еще месяц назад, но свои коррективы внес вездесущий ковид. И вот, наконец, битва состоялась. На сцене Зеленецкого дома культуры яблоку негде упасть, ведь в каждом хоре не менее 10 человек. Гармония в звуке, четкость в движениях, уверенная подача – все это надо пронести через 3 тура. Первый тур – это народная песня, так как год у нас посвящен народному творчеству. Второй тур – это песни из кинофильмов, из российских и советских кинофильмов. И третий тур – это хиты 90-х и 2000-х. Так как команды, коллективы относятся к этому конкурсу, это всегда необычно, это всегда творческие, они всегда с фантазией приходят. Это не просто вот вышли и спели, они всегда хотят найти какую-то изюминку в своем исполнении. События развивались по восходящей. Первый тур, где команды исполняли народные песни, был плавным и спокойным. Ко второму туру, где зазвучали песни из советских и российских кинофильмов, музыкальный маховик стал вращаться сильнее. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе, я смогу, я не заплачу. А в третьем финальном раунде битвы хоров зал аплодировал и ностальгировал под песни 90-х и нулевых. Музыкальную точку в этом действии поставила команда птицефабрики, исполнив известную песню группы «Комбинация». Все это время своих новых хозяев ожидал переходящий кубок битвы хоров. Если в прошлый раз он достался команде детского сада номер 2, то в этом году он обрел новую команду. Ну и диплом абсолютного победителя фестиваля конкурса вокального творчества «Битва хоров-2022» награждается хоровой коллектив Зеленецкой птицефабрики. Ровно через год на этой же сцене состоится новая музыкальная битва. И кто одержит победу в ней, пока неизвестно. Но то, что команды, как и прежде, будут основательно готовиться, никто не сомневается. Северин Арпа, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.